Аслан, не считаешь, что работа Закая в Украине имеет огромное значение? Разве это не стоит внимания и оценки? Я считаю, что никакой пользы я в этом не вижу. Кроме пиара самого человека, которого ты сейчас назвал. Никакой пользы я не вижу. Вокруг я вижу огромное количество агентуры этого человека. И для меня все ясно с этим делом. Есть такой Алимпаш Салтыханов, есть такой человек. Человек, который меня склонял работать на русскую разведку, когда я уже заявил, везде сказал, этот человек за этим Алимпаша стоит. А у меня были подозрения, потому что на второй день, когда мне предложили работать на русскую спецслужбу, мне позвонил с Берлина Умар, представитель Закаева правительства, представитель так называемого правительства Ахмед Закаева, где там этот Алимпаш должен был меня встретить, и мы должны были обсудить, чтобы я не выносил спор. Я просто не поехал тогда на эту встречу, но этот Алимпаш тоже очень интересный персонаж. Я его долго наблюдаю за этим. Человек не гнушается ложью, обманом, манипуляцией. Лично меня он обманывал, лично он мне в лицо говорил одно, делал другое. Абсолютно много-много лиц у этого человека. Поэтому я не считаю, что вот эти товарищи, Салтыханов там и такие, приносят пользу Ичкерии. Они пьют кровь Ичкерии. Я не вижу ничего хорошего, что они сделали для Ичкерии. Я знаю, что когда Докка Умаров самоотстранился от управления Ичкерии, демократического правового государства, вот тогда вот этот ценный груз, который, я не знаю, почему Докка Умаров бросил этот флаг, вот этот ценный груз, благодаря Хусейну Исханову, вот они подняли это. А его подняли бы все. Любой поднял бы. Любой. Понимаете? Поэтому это не значит, что если ты поднял, оно твое, это знамя. Ни в коем случае. И эти люди, кто замешан, будет большая комиссия по расследованию после того, как наступит время. Мы создадим комиссию по расследованию не только злодеяний фашистов, русистов. Кстати говоря, злодеяния фашистов, русистов Закаев передал графу или князю, как его, Турлов, или как его там зовут, который когда-то выступал против Дудаева там, в Конституционном суде, хотел там признать Джохара там, или импичмент сделать, не помню все детали, но был в оппозиции. Он вот это все материалы передал ему на какое-то расследование. Вот уже сколько передал, пока тишина, ничего нет. Но все, что было собрано у русских или там доступ к россиянам имеется. Потому что этот человек российский судья, сидит под кадыровским российским флагом, и сейчас он друг за... И все, и везде, и всюду так. Везде и всюду так. Возникает, вот Алимпаш Салтыханов, его родственник с кадыровскими там мечети здесь был в Берлине. И вот этих вещей, это только то, что я просто столкнулся. Я не копал, не интересовался даже. Просто я сталкивался с этими вещами. Возникает вопрос, что эти люди тут делают. Никакой пользы я не вижу от Ахмеда Закаева, от фейковых там этих вещей, которые делаются. Никакой пользы я не вижу. А то, что создавать умеют, там, красиво говорить, да, создать там видимость какой-то деятельности. Не было же никакой деятельности. Я лично свидетель этому. Вы, может, всего этого кто-то не знает, а я все это видел, когда я сюда пришел. Я видел одного Хусейна Исханова в этом деле, когда я сюда пришел. И я смотрел, кто вот занимается. А я Дидигов занимался, да, тоже не очень был активен, не слышно, не так слышно, в Фейсбуке где-то там сидел. И Закаев там, вот этот сайт был, и все, и никакой работы. Никакой работы, никакой деятельности. Просто все сидели, ждали с моря погоды. Почему, когда в Сирию нас отправляли, толпами в Сирию отправляли, почему Ахмед Закаев, если он представляет Ичкерию, не сказал, не идите в Сирию? Тысячами там у нас людей погибло. Почему не сказал? Наоборот, когда сейчас в Украине началась война, ни один человек за ним не идет, а он сказал, что мы сейчас все чеченцы пойдут воевать, мы сейчас батальоны создадим. Саид Амин Ибрагимов, который говорил, он правозащитник,
что он в начале 92 году, когда русские оставляли войска, вооружение и уходили, он говорил Дудаеву не отдавать. Почему Саид Амин Ибрагимов там стоит? Рядом с ним стоят люди, за Каевым стоят люди, которые положили флаг, кадыровский флаг, в музей в Вене. Хусейн Исханов, Ибрагим Никархо, это знают. И это все люди входят в так называемый комитет деоккупации. Кого они могут деоккупировать? Если они кладут флаг, кадыровский, русский флаг, который нам русские дали под видом чеченского, этот флаг кладут в музей, там в уголке чеченский, там какой-то там угол, какой-то там стенд был чеченский, туда кладут. И это не смущает. На совет старейшин Ахмед Дакудаев, его сын Зелимхан Дакудаев, он, например, снимает помещение в русском доме. В русском доме. И на митинге он мне это прямо говорит. А сейчас мне приходят разговоры, что вот я это говорю публично, тут я выступаю. Мне нельзя это говорить. Мне, значит, против Путина, Патрушева, Кадырова можно говорить, а против них нельзя, значит, мне говорить. Про которых они не говорят ничего. Значит, мне как-то нужно себя... Я не буду ограничивать себя. Я вышел для того, чтобы мой чеченский народ не пили кровь. Ни русские, ни те, кто считает, там, что он может пить эту кровь. А мне потом сейчас говорят, он как только узнал в русском доме, вот этот совет старейшина, старик, его сын, как только он узнал, что он вышел оттуда. Опять ложь. И меня на разговоры вытягивают. Я говорю, давайте публично выйдем и поговорим. Вот все, что я сейчас говорю, публично. Дабо цанасага волшвац, ящек довер волшвац. Дегби эрдолшавац. И все. Какие вопросы? Он говорит, что он как только узнал, он ушел с русского дома. Но это же обман. Мне лично сам Зельмах на митинге это сказал. Я удивился, как это так. Ничего не сказал, я не знал никого. Я думал, здесь все ичкирийцы, здесь все. Бац ичкирийч. Бац хагушам, бац хагуш. Хагуш был ичкирийч. Аш был шей чуа. Метта был лишоч. А вышберша лилш был. Русский дом сейчас снимает. Это что сейчас я только вспомнил. У меня много чего припасено. Много чего припасено. Как только диалог у нас пойдет, я буду доставать документы, показывать. Видео, фото буду показывать. Свидетелей буду приглашать на эти разборки. Это придет к этому время. Так же не бывает. Просто так, короче. А я не думал, что так все плохо. А теперь я вспоминаю, как я мог быть настолько наивен, что я не допускал, что... Я думал, что если здесь даже хоть есть агентура, то есть настоящие чистые чеченцы, свободные, независимые, которые будут мне об этом говорить, в конце концов. А нет таких чеченцев. Убили всех, запугали, поставили условия такие. Ведь Запад предал, фактически. И так далее, и так далее. Дух дудиц, дух дудиц, дух дудиц. Дух дудицерду. Ночец имюльш, ночи кюрш куршбуш. На бегер ботим хашунсун. Паргаттам бегер бац, багата баг сацан даум дац. Основной часть говорите во время стрима далмула. Это явно на чечен. Пожалуйста, подскажи, что это значит. Это значит дай Бог. Далмухла. Далмухла. Дай Бог. Инша Аллах по-арабски. Дай Бог по-русски. Далмухла по-чеченски. Основной, я также хочу влезть в диалог на канале Антитеррор. Ну, полный вперед, влезай. Леди, влезай. Так, ну чё? Так, я что-то... вот. Фачо сакам ловістхил доктор дуцус. Чё? Так, вітаю з України. Аслан, дуже цікавий стрім. Дякую за підтримку. Ви бачите, що українці не підтримали раніше Ічкерію незалежним чином. Маріна, дуже дякую вас. Вітаю.
Дуже дякую. Так, а вы как считаете, почему Запад сквозь пальцы наблюдал за русско-чеченской войной? Двойные стандарты? Ну, если бы сейчас не Америка и Великобритания, я уверяю вас, на вашу борьбу также смотрели бы, на украинскую имеется в виду, также смотрели. Так, как вы собираетесь объединить Кавказ, если кроме грузин и азиков, евреи никто не державает и не берут друзей, и да, ты тоже ходишь в ту категорию поддерживающих евреев, Ахи Алдамов. Что ты сказал, Алдамов? Я тебя не понял, Леон. Говорить надо во всех, как есть, не должно быть неприкасаемых. Да, есть темы, которые мы не должны говорить. Но если эти люди связаны с русскими, заигрывают с русскими, а мы что, лохи здесь что ли? Весь чеченский народ, потеряв 300 тысяч человек, дураки, лохи, эти кровь пьют, эти бабки зарабатывают, эти здесь, да как амилшли, что гош, тут ловишь, что бош. Ага, что наука даться. Свицам даться. Аслан, ты прав, как всегда, хотя бы сейчас могу сказать, что нам чеченцы давали позитив, как украинцы. Многие наши на улице живут. Темишев из уха, бадыгдиза. Темишев из уха. Ты сейчас наивен, Аслан. Я тебе пытаюсь это объяснить по всем твоим темам. Извини, Концент, пока вот такие мудрые люди, как ты, не придут, придется такими наивными, как я, действовать, Леон. Вот когда придут такие мудрецы вроде тебя, тогда можешь что-то исправить. Я 3 года тебе аргументирую твою наивность, а ты меня блокируешь. Я не блокирую за аргументы, я блокирую за пропаганду и ложь, и оскорбление. Вот если ты этого не делал, я тебя не блокировал. Предатель, отбит без богчаль, тяги, дал кил, хилил цен Аслан. Предатель, отбит без богчаль, тяги, дал кил, хилил цен Аслан. Да, РР. Этот есть Рамзан Дудаев. Не знаю, кто он. Может, это Закаев мне там пишет, я не знаю. Он мне говорит, там многие вещи он там мне рассказывает. Я говорю, мне предложили работать на русских. Что еще мне нужно? Я что, сумасшедший? Я, может быть, наивный, как ты говоришь, но я не сумасшедший. Я знаю, где враг, где не враг, все, где мне не надо. Я не знаю, что я какой-то святой, какой-то правильный. Ну, раз я вышел, я не в 20 лет вышел на этот путь. Я в 17 лет вышел на этот путь. Но сейчас, когда публично я начал говорить, я сделал осознанный выбор, когда не было никакой уже надежды у многих на Ичкерию. Я сказал, нет, так не будет. Иштхлиль, да, царь, хилища, царь. Я не один, нас очень много. И вы тому свидетели, которые меня поддерживают, смотрят, помогают мне. Мне помогают люди, которые даже я не знаю, кто они. Происходят вещи, которые сами собой у меня случаются. Просто кто-то сказал где-то слово. Поэтому мы должны как-то разобраться с этим. Я не вышел для того, чтобы какие-то агенты, какие-то кровопийцы чеченского народа сидели и тут манипулировали. Я в эти игры не играю. Я не политик, как правильно. Этот Рамзан Дудаев, я говорю, если ты болбибошишь, кигуда диез. Он говорит, ты враг, он мне говорит. Теперь понятно, ты враг. Ну, если я не работаю, не хочу сотрудничать с людьми, кто коллаборационирует с русскими спецслужбами, то почему я враг, я не могу понять. Ну, враг. Ну, и, наверное, ему я враг, если не нравится. Яковенко интерес сказал Пономарев и его республиканская, что это как с Мальцем. Сел, звал на баррикады, а те, кто вышли в тюрьмы, а сам Мальцев во Франции. Так и Пономарев с его сказками. Да, ты прав, Аслан, живи с этим убеждением. Наивность это не порок, а добродетель правды. Аслан да съедва. Дерей соль альсе.
Наивность это не порок, а добродетель, правда. И я не настолько наивен, как им кажется. Знаете, если им получилось меня обмануть, это не значит, что они какие-то способные, а я какой-то наивный. Это значит, что я именно в этом случае слишком доверил человеку, который не заслуживал, дал доверие этому человеку, который не заслуживал этого доверия. Но после того, как меня обманули, попробуют еще раз, пускай они меня обманут. Вот именно этот человек. И другие тоже. Сейчас много чего делать. Да, у них получается. Получается. Так, всяк, я признаю. Факт есть факт. Получается. Но чем дальше, тем больше я уже понимаю, тем больше я расчищаю вокруг себя поляну. И теперь мне достаточно. Мне не нужно 500 человек, мне не нужно 1000 человек. Мне 2-3 человека, 5-10 человек. Вот как хватает, чтобы вести эту деятельность. И все у нас налаживается. Да, и босс. Работать на Россию му эльду. Идер хильцан. Хел амине Аллах. Наивность это враг скрытый. Хорошо. Ты у нас не наивный, я наивный. Договорились. Тем же, по крайней мере, говорит, что у нас у всех перепроходимцев есть грехи и преступления, и себя не исключает. Ну и полдела, да. Если твой интернет сегодня ни разу не тормозил, да, мой сегодня, да, Аква не тормозил. Насчет Ихвана, да и других, прошу не заниматься сплетнями и готовить фейковый Нюрнберг. Вопрос импичмента президента был подан в Конституционный суд парламентом ЧРИ Цундера Макуал Хартбех. Аргно, я иногда тебя очень не понимаю, например. Я не понимаю, где Конституционный суд, парламент Хусейн Исхана. Я знаю одного депутата. Депутат войск, который вот независимо что-то делает. Я не знаю, о каком ты парламенте говоришь. Я знаю, Аят Эдигов президиум возглавляет. И все. Кисунамцы, о чем ты говоришь? Какие сплетни? Человек под российским флагом сидит. Бывший конституционный судья Чеченской Республики. Что здесь? Какая сплетня? Факт? Факт. Так, друзья, я тогда заканчиваю свой стрим. Денис, good night, friends. Спокойной ночи тебе тоже. На этом я свой стрим заканчиваю, друзья.